Так, тогда приступаем к рассмотрению. Слово для выступления предоставляется представителю обращающей стороны Коняшину Евгению Николаевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Или кто из вас будет основным докладчиком? Я. Вы будете, да? Ну давайте. Уважаемый суд, участники процесса, в данном судебном разбирательстве я попытаюсь обосновать, почему наше общественное объединение пытается так долго и тщательно пройти вот этот момент с узаконением тех документов, которые у нас, к сожалению, пока не выданы мэрией. Вообще история развивалась, как мне известно, из судебных актов с 2013 года. До этого момента наше объединение тоже обращалось за выдачей документов в мэрию и по различным причинам, а точнее, как всегда, просто без ответа оставляли наше обращение, нам эти документы не удавалось получить. Однако в 2013 году и в 2017 году нам удалось путем обращения в суд все-таки добиться какого-то подтверждения тех прав, которые мы имеем, так как в 1974 году было нам выделены земельные участки, и эти земельные участки используются нашим общественным объединением по сию пору. Используются они в некоммерческих целях, и само наше общественное объединение не несет никакой коммерческой выгоды. Все те взносы членские, которые мы берем со своих членов, они идут на земельный налог и на зарплату наших сотрудников. Ну, что дальше произошло? В решениях судов, которые были здесь озвучены тоже, четко указывается, что мэрия нарушает наши права тем, что не выдает необходимые документы, которыми мы должны обладать. Потому что каждый раз при любой проверке разговор начинается с этого: где ваши документы? Однако здесь получается замкнутый круг. Сама мэрия не выполняет решения судов, сама мэрия злостно уклоняется от этого, даже несмотря на то, что нам удалось привлечь и судебных исполнителей, и прокуратуру Свердловского района для выполнения вот этой вот нашей мечты о получении документов. Но, тем не менее, мэрия сумела уклониться от выдачи вот этих документов. Что происходит дальше? После того, как мэрия уклоняется, я обращаюсь в суд. В связи с тем, что я пришел на работу в эту организацию с 2019 года, я работаю лишь с теми документами, которые у меня уже были до этого периода. Со своей стороны, я сначала подал жалобу в административный суд города Бишкек, где судья вынес постановление, вернее определение о том, что мое обращение подлежит отказу, в связи с тем, что существует постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики. Внимательно ознакомившись и с самим постановлением, и с мотивировкой суда, я все-таки решил, что необходимо подать жалобу и продолжить отстаивание своих прав в административном суде, уже в Бишкекском городском суде. Там коллегия Бишкекского городского суда также сослалась на постановление Верховного суда Кыргызской Республики о том, что данный вопрос ей не подсуден и не может быть рассмотрен в административном процессе. После этого я решил обратиться в суд общей юрисдикции, в гражданский суд. И, обратившись в Ленинский суд по месту нахождения у нашего ДУМИ нынче, раньше оно называлось УМС, потом УЗР, теперь ДУМИ, я получил точно такой же в декабре прошлого года ответ из Ленинского суда, что суду не подсудно. Дальше по схеме, опять в Бишкекский городской суд, и опять та же мотивировка в отказе, что есть постановление, и выше его суд у нас никак не может прыгнуть. Что дальше происходит? Дальше я обращаюсь на имя председателя Верховного суда, с такой попыткой, что ли, чтобы нам разъяснили, может быть, я чего-то не понимаю о том, вообще, это постановление Пленума, как его применять и что делать, потому что, по моему глубокому убеждению, решение комиссии у нас не должно быть вот таким неприкасаемым. У нас второго органа, который не подсуден в Кыргызской Республике, нет, не существует.
И поэтому я обратился на имя председателя Верховного суда с двумя вопросами. Первый мне понятен, разъяснить, в каком иерархическом порядке применять это постановление. И второе, изменить, если это возможно, этот пункт 14, абзац 23. Дело в том, что, по моему убеждению, вот это постановление, оно родилось из-за того, что было необходимо ввести административный процессуальный кодекс и закон о административных процедурах. Поэтому, когда я прочитал эти документы о введении административного процессуального кодекса, я увидел, что и постановление посвящено именно этому. Очевидно, для разъяснения, как его применять и все остальное. Поэтому я подумал, может быть, просто ввиду большого объема работы и новизны, возможно, было упущено слово «административный», потому что если вставить его вот в эту злосчастную строчку, решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в административном суде, тогда картина становится на место. Тогда понятно, что в административный суд действительно не тот орган, куда следует обращаться. Существуют суды общей юрисдикции, пожалуйста, обращайтесь там, решайте свои вопросы. Однако ответ, который я получил, он совсем не разъяснил мне ничего, потому что второй вопрос основной, о том, упущено ли слово «административный», не был никак отражен в этом ответе. Просто сказали, что вот у меня ответ, я его суду представлю сейчас. В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами нового законодательства Пленумом Верховного суда вынесено постановление от 31 мая 2013 года, которое является обязательным для всех судов Кыргызской Республики. То есть опять осталось неясным, что же делать. Потому что у нас получается замкнутый круг. Постоянно сейчас, ввиду того, что мэрия производит действительно благоустройство по городу Бишкек, мы это понимаем, она требует документы и те законные основания, на которых мы находимся на наших земельных участках. Но сама же их и не выдает. Несмотря на то, что было 2 решения суда, и вот недавно с судебными исполнителями, с прокуратурой, ничего не получается. Мы, как общественное объединение, осуществляем простую функцию. Мы предоставляем нашим же членам, нашим гражданам, общество у нас открытое, пожалуйста, может любой зайти и стать нашим членом, услуги по охране автомобилей, которых, как вы видите, и так очень много, и в наших дворах, и везде. И проехать по час скорой помощи или пожарной машине довольно затруднительно. Поэтому на наших стоянках есть специально отведенные места с охраной, с какими-то там навесами и прочим. Мы занимаемся только этим. Ни одного факта, что мы используем эту землю под коммерческую структуру или какие-то иные возможности, не предоставлено, да и мы не используем. Там просто стоят автомобили. И вот в настоящем судебном процессе мы, как всегда и везде, подтверждаем, что нам эта земля не нужна в собственность. Пусть она остается у муниципалитета, но пусть они нам, как нашим же гражданам, предоставят возможность пользоваться этой землей. На этой земле мы ставим не какие-то коммерческие палатки, устраиваем какие-то рынки. Просто стоят наши же автомобили и все те членские взносы, которые платят наши члены, они идут на земельный налог и на зарплату нашим сторожам, вот она составляет 7 тысяч сом. Поэтому, обращаясь во все суды, какие я только смог, включая Верховный суд, я пытался найти ответ. Почему же так происходит? В результате всех вот этих моих походов и того, что отвечали мне различные инстанции, получилось, что 8 судей и заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики вот это постановление используют однозначно. Раз написано, что не может быть предметом рассматривания в суде, значит, это касается всего и всех судов, которые расположены на территории Кыргызской Республики. Я ознакомился с особым мнением судей, которые были в первой тройке и выносили решение, определение об отказе в принятии. Там их мнение тоже не особо ясно, однако вот тут, если по цитатам посмотреть, они отмечают, что, иначе говоря, своим постановлением пленум лишь разъяснил порядок применения норм,
Отсюда следует вывод о том, что рассмотрение ходатайства общественного объединения относится к административно-процессуальной сфере и находится исключительно под компетенцией суда общей юрисдикции. Но, однако, это совсем не так. Вот у меня здесь в руках все те документы, которые подтверждают мои слова. Не я так трактую постановление пленума, так трактуют действующие судьи, так его применяют. К сожалению, таковы наши реалии. Ну что касаемо остального, да, мы пытаемся сейчас узаконить свои земли, и оставить их только в пользовании, ни в коем случае не прибирая их к своим рукам, и частную собственность мы даже не спрашиваем. Но в данный момент, к сожалению, вот это постановление пленума, оно стало неким инструментом для манипуляции, особенно касаемо представителей мэрии. Когда оттуда приходят юристы, и в любом из тех вышеназванных мной судебных процессов начинается полемика, судебное разбирательство, они просто достают заявление о прекращении производства по делу. И любой председательствующий, видя такое, он вынужден согласиться с тем, что он обязан, потому что прекратить дело, рассмотрение по делу, потому что он обязан подчиниться тем выводам, которые указаны в постановлении пленума. Что хочу еще добавить. Мы ничего такого не выдумываем, потому что наши права защищает Земельный кодекс Кыргызской Республики, в котором четко указывается, что общественным объединениям, общественным фондам и религиозным организациям земля может быть выделена на бесплатной и безвозмездной и без определения срока действия основе. При этом мы признаем, допустим, городские нужды, принудительный сервитут или еще что-то. Если будет необходимость, мы, естественно, отдадим эту землю без всяких, так сказать, препятствий со своей стороны. Но следует знать о том, что наши земли расположены на таких местах, где строительство глав архитектуры просто запрещено. Они или на окраинах рек, или над трубопроводами. В общем, в таких местах, где находятся красные зоны, и нахождение каких-либо объектов нынешних строительных компаний просто не получится. Вот. Что касается мэрии, мало того, что она манипулирует вот этим постановлением, постоянно его указывая как основание для отказа, также она все время стремится к тому, чтобы наше общественное объединение платило им арендные платежи. Но в связи с тем, что у нас имеется статья 25 Земельного кодекса, мы будем отстаивать свое право на получение безвозмездного пользования этой землей. И пусть эта земля остается в муниципальной собственности. Вот что касается, что я прошел за эти 2,5 года, когда увидел эту проблему с самого начала до сегодняшнего момента. Что еще добавлю от себя? В силу статьи 5 закона Кыргызской Республики о некоммерческих организациях государство гарантирует некоммерческим организациям условия выполнения поставленными их уставных задач. Это говорит о том, что государство своих граждан, как минимум, таким постановлением не должно ограничивать в праве на защиту в судах от недобросовестных действий со стороны мэрии по уклонению от выполнения решения суда. Мы бы здесь не собрались, и я бы не отрывал никого, и экономили бы ваше процессуальное время, но мэрия злонамеренно не выполняет эти решения судов. И, как сказать, подытожить. Таким образом, как я ранее говорил, вот это постановление Верховного суда Кыргызской Республики со всеми ответами, которые я получил из наших судов и из Верховного суда, мэрия использует его как инструмент, посредством которого уклоняется и манипулирует законодательством в судах Кыргызской Республики.
Что касается нас, то мы лишь стремимся устранить искусственные препятствия для последующего законного документального оформления и узаконивания пользования муниципальной землей. Пусть она таковой и останется. Для целей и уставных задач нашего общества, нуждающегося в охране автомобилей, обустроенной территории и для предоставления рабочих мест граждан, работающих в нашем общественном объединении. Полагаю, что самая главная цель конституционного разбирательства – это социальная направленность той процедуры, которую мы сейчас здесь проходим. Ведь по существу я защищаю не чьи-то лично корыстные интересы, а защищаю интересы общества, людей, которые самоорганизовались, выполняют уставные задачи и предписанные законом платежи осуществляют. Но взваливать на себя аренду, которую нам предлагает мэрия и которая сделает бессмысленным существование этих стоянок, потому что в результате несложных подсчетов оказывается, что плата будет непомерной. Мы просто развалимся, да и все. И все вот эти автомобили, которые сейчас стоят в строго установленных местах, охраняются, они выплеснутся на улицы города. Не знаю, мне кажется, это не совсем полезно. Поэтому, как я вижу из всего вышесказанного, законы в целом с момента вынесения двух решений 2014 и 2017 годов, они не поменялись. Появилось только вот это постановление пленума. Именно оно в результате, возможно, какой-то недоработки, может быть, упущения. Там объем большой, понимаю, новизна. И могло быть упущено вот это слово. Вот именно оно стало камнем преткновения для нового обращения от моего имени уже и от имени общественного объединения в суд для вынесения еще одного решения, которым мы будем принуждать мэрию выдать нам документы. На этом у меня, уважаемый суд, все по выступлению.